Сегодня в этом зале мы приветствуем участников третьего этапа 4-й республиканской олимпиады по финансовой грамотности. У зале 60 старшеклассников. Лепшие из усіх районов в области. Достатково сказать, что на первом этапе свои силы спробовали больше за 12 тысяч юнаков и девчат. Звыш 700 прошли в другі. Ну а у областном финале вырашится питание, кто представить регион в столице. Цель Олимпиады – повысить финансовую грамотность нашего общества. Поэтому именно через молодое поколение, если вернуться в историю 5 лет назад, то уровень, когда мы делали опрос нашего общества, то уровень пользования банковскими услугами составлял около 10% населения. И одной-двумя видами услуг. Сегодня многими видами услуг, а их порядка больше 10, пользуются уже порядка 30% жителей нашей области. Перед удзельниками Олимпиады непростая задача. За годину пройти 30 тестовых заданий. Але есть еще одно додатковое, творчее. Баллы за его не дают. А вот отказ может стать вырашальным. До речи, многие из удзельников на попереднем туре отрымали по 90-97 баллов сотни. До областного так само рыхтовались серьезно. У 3 попередние годы на республиканском этапе Олимпиады школьники Брестской области займали только призовые места. У скарбонцы 2 первые, 1 другое и 2 третьих. Организаторы отзначают, уровень подрыхтовки высокий и сегодня. У нас идет очень тесная работа с управлением Национального банка вот по Брестской области. И вот эта планомерная работа и дает такие результаты. Сегодняшние удзельники, вядома, спадзяюцца на великую перамогу. Ну а уласную, маленькую, каждый из них уже отрымал. Участие – это полезный опыт, но и победа – это будет еще лучший опыт. Это очень хорошо, что есть такие олимпиады. Они позволяют повысить нашу финансовую грамотность. И я уверен практически на 100%, это мне пригодится в будущем. Заключный этап Олимпиады пройдет 15 снежня у Национальном банку Республики Беларусь. Брестскую область на им представить кабрынчанка Юлия Ковальчук, пинчанин Сергей Аудейчик и пружанец Андрей Карпыза.